Сярод тэм, якія ўзнімаліся падчас размовы з кіраўніком в области, пытанні развіцця бізнесу, падтрымкі прыватных ініцыятыў, праблемы добраўпарадкавання тэрыторый. Олег Кудин – директор молодого, але перспективного прадпрыемства ў Кобрыне по пошиву адзення з джинсовой тканины. Говорить, держава и мясцовые улады уже істотно допомогли год тому при открытии бизнесу у районном центре. Бесплатно выделили помешкание при умове створения працоўных месцаў. Першапачатковая задача уже перавыканана. Замест обяцаных 20 створено 44. Однако на черговом этапе сутыкнулись с недохопом оборотных сродков. Каждое предприятие молодое сталкивается с проблемой. Первое. У тебя банк, когда ты приходишь в банк, спрашивают баланс ваш. У тебя в балансе стоит, как всегда, отрицательное сальдо. Это потому, что ты вкладываешь собственные средства. Тебе говорят: спасибо, подойдите через 3 месяца, спасибо, через 6 месяцев. С такой просьбой я обратился. Он дал поручение помочь мне в этом вопросе. Один из вариантов – это под декрет президента. Второй вариант – это кредитование малого и среднего бизнеса. Третий вопрос – это по модернизации производства за счет программы взаимодействия между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. Какой-то из 3 мы однозначно будем использовать, потому что мы хотим развиваться, и есть все шансы. Новые магчымасці дазволіць молодому прадпрыемству повысить объем выпуску продукции с 6 до 10 тысяч адзінак у месяц и, адпаведна, стварыць новые працоўныя месцы. Хутка их будет больше за 100. Брашчанку Лилию Иванову до кіраўніка в области провела уласная громадянская инициатива. Журналисты просто неабыяковый человек Лилия Тимофеевна имкнется познакомить земляков с былым одноклассником. Особа, якая уписала немало ярких и нават героичных сторонок у биографию военно-морского флоту СССР, а потом России, вице-адмиралом Вениамином Полянским. Он один из участников создания атомного щита. Он плавал, исследовал и потом строил подводные атомные лодки. Поэтому я убеждена, и мне очень хочется и от имени одноклассников, чтобы о нем знали земляки, потому что он считает Брестскую землю, город Брест, свою школу, что эта земля дала ему путевку в жизнь. Я очень благодарна Анатолию Васильевичу за интерес к этому, и он дал добро на мероприятия. Я пришла к нему со своим проектом на все мероприятия, которые будут проведены, организованы. И я думаю, что будет и организована и личная встреча с ним. За минулый год до старшыні Брэсцкага аблвыканкама на асабістых прыёмах і праз прамыя тэлефонныя лініі звярнуліся 226 жыхароў рэгіёна. Таксама 56 чалавек абмеркавалі з кіраўніком в области свае праблемы і прапановы падчас выездных прыёмаў у Ляхавіцкім, Столінскім, Пружанскім, Маларыцкім і Драгічынскім раёнах. Па ўсіх узнятых пытаннях былі вызначаны шляхі вырашэння існуючых праблем. Кожная ўзята на асабісты кантроль старшыні аблвыканкама. Алиса Грыгарчук, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».